когда я ехала сюда, я точно знала, как я буду позы использовать. Да, были девочки, которые были не уверены в себе. Ну да, она такая более стервозная, такая более уверенная в себе, но... Почему она пришла в спортивном вообще, и кто ей так вообще сказал, чтобы она приходила в спортивном, я не понимаю. Уже совсем скоро мы узнаем, кто из этих девушек станет обладательницей короны и титула «Красавица Кыргызстана-2016». А пока мы продолжаем следить за тем, как конкурсантки с каждым днем приближаются к заветной мечте. Уроки макияжа, актерское мастерство и даже хореография. Все эти мастер-классы остались позади. Вопреки общепринятому мнению, работа модели заключается не в том, чтобы хорошо выглядеть на камере. Ее успех зависит от умения позировать и из сотни сделанных снимков дать фотографу тот единственный кадр. Однако мастерство позирования зачастую это результат многолетнего опыта и упорного труда. Фотограф Артур Болжуров рассказал девушкам о всех тонкостях работы. Вот сторонние люди всегда думают, что работа фотографа, особенно с моделями, это ой, классно, там столько красивых девушек перед собой. Нет, это всегда стресс. Вот любая съемка, практически любая, это для фотографа всегда стресс. Если девушка перед камерой создает мне лишние проблемы, мне она не будет нравиться. Мне она не понравилась, я ее в следующий раз просто не позову. Если у меня будет такой выбор, да, вам позировать, учиться прям нужно самим, не рассчитывать на то, что фотограф покажет, я приду просто и мне помогут. Нет, вы рассчитываете на то, что вы будете работать с разными людьми. Успешная карьера модели, как признается фотограф, может быть лишь у тех девушек, которые всегда приветливы, никогда не показывают своего плохого настроения и никому не говорят о своих проблемах. Этот мир такой, что никого не интересуют чужие проблемы. Там, вам, например, мои проблемы не нужны, да? Мне, по большому счету, ваши не нужны, потому что у меня у самого проблем навалом. Каждый человек должен решать свои проблемы сам. И... Сюда пришла благодаря моему младшему брату. Ему всего 10-11 лет, и уже второй год он меня заставляет участвовать в таких конкурсах. Я подумала, а почему бы и не попробовать? Ну, как вам сказать, в прошлом году наверное, уверенности не хватило прийти. В этом году он обратно мне об этом напомнил. Он говорит, пойди на конкурс, выйдешь замуж, родишь детей, нечего вспоминать будет. Младший брат так говорит. Мне младший брат говорит, что победа у меня в руках. Но если бы он увидел девушек, которые со мной участвуют, просто я вижу среди девушек несколько конкуренток достойных. Чтобы снимки получились интересными, отношения модели и фотографа должны быть доверительными и дружескими, признается Артур. Вы поймите, что никто на площадке, ни фотограф, ни визажист, никто из тех, кто вас делает, одевает, он не заинтересован вас плохо показать. То есть у всех людей на площадке одна цель, чтобы фотографии были максимально красивыми. Почему у вас стеснение возникает? То, что вы думаете, что вы плохо выглядите. Правильно? То есть вы думаете, вот я сейчас так повернусь, и я буду плохо выглядеть. Я сейчас улыбнусь, у меня зубы кривые, да? Спасибо за урок. Завтра у нас фотосессия. Там будете применять все эти советы, которые я вам сегодня дал. До свидания. В назначенный день конкурсантки собрались в студии фотографа для долгожданной фотосессии. Ожидание, напряжение, нервозность – все это читается на лицах девушек. Поактивнее. Так, отлично. Больше ломаных поз попробуй, Катя. Больше такая искривленная.
Да, вот так, ага. Так, еще. Нет, локти вперед, плохо. Вот в локтях. Пальцы вместе. Вот так хорошо, да. Когда я ехала сюда, я точно знала, какие я буду позы использовать. Я их использовала, и я довольна своей работой. Прошла очень хорошо, по моему мнению. Я хорошенько подобрала свой наряд, я очень довольна своей внешностью. Я успела все сделать, и фотосессия прошла тоже хорошо, я свободно позировала. Но я люблю быть первой, я люблю добиваться своего, я люблю выигрывать. Мне есть такое, качество. Я уверена, что в этом конкурсе тоже я покажу себя на все 100, да? Немножко ближе можно. Ага, отлично. Хорошо. Позирует отлично. Ага. Ага, хорошо. Да, вторую бы руку добавить. Да, вот попроще, не специально, сейчас ты как девочка такая, дюймовочка, да? А сейчас попробуй просто элегантно. Да, вот чуть-чуть, да. Немножко там колени вот так согнуть. Да, вот, угу. Более такой построже образ. И хорошо было бы тот взгляд делать, про который я рассказывал. Губы чуть приоткрыть. Ага. Можно вот такие кадры делать подходящего, потому что тяжело позировать, когда руки свободные. Когда в руки есть что-нибудь взять, только в эту сторону поработай теперь. Да, отлично, отлично, губы приоткрыли. Ага, круто, очень красиво. Спасибо. Но мне сегодняшняя фотосессия очень понравилась. Я довольна тем, как я себя вела. Я была раскрепощенной. Постараюсь еще. Нужно еще совершенствоваться, конечно же. Маленькое черное платье уже давно стало эталоном стиля, а сегодня и героем нашей фотосессии. Однако не зря говорят, что правила для того и писаны, чтобы их нарушать. Одна из участниц решила выделиться, надев спортивный костюм, тем самым приковав к себе внимание. Почему так? Почему она пришла в спортивном вообще? И кто ей так вообще сказал, чтобы она приходила в спортивном, я не понимаю. Честно, это было глупо. Да, Анжелика, она всегда старается выделиться везде и во всем. Она, можно сказать, выпендривается, может быть. Колечко снять. Ну, на съемках они нежелательные. Они, получается, ничего не дают, кроме того, что там что-то блестит маленькое. Тем более для спортивной одежды. Одежда такая спортивная, надо больше движений. Ага, хорошо. Ты из процесса позирования не выпадай. Даже вот кофту застегиваешь, нужно продолжать позировать. Как будто для видео. Так, подбородок бы поднять. Ага, повеселее. Вот сильно туда-сюда не двигайся. Да, я думаю, что сейчас больше девушки предпочитают спорт, независимо от конкурса. И, соответственно, я так и думала, что все девушки придут в платьях, поэтому хотела чем-то отличиться от них. Женская дружба. Существует ли она? Или это миф?
Мы решили выяснить истину, а заодно и проверить девочек. Ситуация такая. Каждой из участниц мы сообщили, что все остальные конкурсантки считают именно ее стервой. Реакция была ожидаемой. Я? Группа стерв? Да. Были такие комментарии? Меня? Я сама в душе добрая, но по виду стерва. Если ты лучше других, соответственно, они тебя будут обсуждать, завидовать и говорить всякие гадости. Поэтому я отношусь к этому как-то положительно даже. Это, наоборот, плюс в мою сторону, что обо мне говорят за спиной. И все. Серьезно, что ли, меня считают стервочкой? Я не знаю, серьезно. Может быть, я просто такая замкнутая в себе. К такому нету никакого негатива. Многие пускают слухи, там говорят за моей спиной, да, но я к этому отношусь нормально, я к этому привыкла. Я знаю то, что я выше их, точнее, я выше них, и, я впереди. Еще можно вот так вот. Ага. Неплохо, еще раз. Надо тогда всем телом тоже крутануться. Только очень динамично, как по подиуму, вот так виляя бедрами. Вот так вот прям. Мощно идут же. Хочется почему-то улыбку. Ага. Ага, отлично. О, уже лучше. Ага, еще. Да, хорошо. Идем. Ага. Отлично. Элегантные позы, губы хорошо приоткрыты, взгляд здесь останавливается, нужно его дальше. Про вторую руку, вот так, ага. Конечно, я довольна собой. Мне помогло это более раскрепоститься. К концу фотосессии я более раскрепостилась, начала больше двигаться, поняла, что не надо стесняться, надо быть увереннее. Я Мулдухматова Каныке, мне 21 год, я работаю в мэрии города Бишкек, специалист по госзакупкам. Я работаю уже больше года, и мне там нравится, потому что я с детства мечтала работать в аппарате президента. Я буду работать в аппарате президента. Я ни с кем не общаюсь, потому что от них мне ничего не надо. У меня все есть. Красота, рост, то, что я считаю нужным для себя, для конкурса, у меня все есть. На 99% оценивает свои шансы. Прямо не надо делать, да, либо чуть туда, либо в сторону света, хорошо? Глаза сильно не уводи, а то белки будут на фотографии одни. Нет, немножко сюда, в сторону сильно не надо. На уровне глаз или немножко вниз. Не отворачиваемся, не выпадаем из процесса позирования. Если смешно, то смейся на камеру. Позируешь, как будто это видео. Надо было сказать, что ты пойдешь. Все прошло хорошо, мне все понравилось, было очень интересно. Я выложилась на все 100. Мне все понравилось, это было интересно. Фотосессия стала последней для участниц, и теперь перед ними стоит самая главная задача – успешно выступить в финале, который пройдет 8 июня в ресторане «Кайнар». Здесь девушки будут бороться за титул «Красавица Кыргызстана 2016».